Желтый экскаватор пока неподвижно стоит в самом центре на стройплощадке в Кантышево. Остальная спецтехника также в рабочем состоянии. Но вокруг тишина и рабочих здесь не видно. Из-за погодных условий подрядной организации было принято решение временно приостановить возведение нового здания Кантышевской участковой больницы. Все же определенный фронт работ провели за 3 месяца с начала стройки. Подготовка участка к строительству. Далее было проделаны земляные работы, потом уплотнение грунта. Сейчас ведутся работы по забивке сваев, грунтовых сваев. Учитывая погоду, в ближайшее время на объекте планируют начать подготовку к устройству фундаментной подушки и затем приступить к бетонным работам. Проект новой больницы предусматривает 4 этажа и подвальные помещения. В здание будет входить поликлиника и местная амбулатория. На первом этаже будет регистратура, на втором этаже будут принимать врачи прием, а остальные 2 этажа будут уже стационарные помещения, где будут лежать больные, там да, на 60 человек. Заказчик новой больницы в Кантышево – Минстрой Ингушетии. За соблюдением техники безопасности, соответствию проектно-сметной документации и многим другим нормам следит технический надзор. نيس حياقتر يواش بس رزبيك حياقتر شجر ليشني هم عطست وقتر أغار هنس حبيج والله كتلوان هكالك إلي حيش قلتش اسكيلي إن أبلتني لا تقدر مش تحجر إذا تقبله بقى أنت حجر بولخ شيء باش بس بروجكت تعبودش بقى ير نتحدى واتشر دعشوا دجيب بلني تحيج والله وتش دني حتى واتشر دعشوا دجيب واتشر دي كبريت شقي على جي دال يندري. Новое здание строится взамен старой участковой больницы. Изначально оно было возведено как общежитие и лишь затем переквалифицировано в медицинское учреждение. В больнице не раз проводились ремонтные работы, но современным требованиям кабинеты уже давно не отвечают. В рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения в сельском поселении Кантышево начато строительство больницы. Учитывая то, что наша больница была построена еще в 60-х годах прошлого века, и учитывая то, что население Кантышева, Далакова и Гирбекюрта увеличилось в разы, строительство данной больницы было острой необходимостью как для медицинских работников, так и для жителей населенных пунктов. Поликлиника в новой больнице сможет принять до 100 человек за одну смену. Количество, степень оснащенности кабинетов, профиль врачей и перечень услуг для пациентов пока на стадии утверждения. Самым главным и очевидным преимуществом для местных жителей стало месторасположение этого социально значимого объекта. Далеко за здоровьем ходить не придется. Микаил Тангиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.